поддержал некий непонятный терроризм. Вот, значит, должны доказать им, что они ошибаются. Так вы поддерживали терроризм? Да? Да. Вот тот терроризм, который взрывает там всякие вагоны, метро, которые, значит, Беслан, которые там есть, значит, на Таганке, это мы никогда не поддерживали. И вот такой терроризм, мы все против. И если они имеют имеют в виду такого терроризма, то такого вообще не было озвучено. А не озвученная вещь, как можно взять и сказать, мы так думаем, поддержал как террорист такого-то человека. Вот это очень странно, значит, религиозный, значит, молитву вдруг этими светскими параметрами определяют. А мы думали, что ты поддержал такого-то покойного как террориста, как члена. Вот это вот, в общем, я ищу этот грех среди 70 этих самых крупных грехов, которые в исламе есть, и не нахожу его. И получается, без вины виноватый. Давайте перейдем к правовую часть, он все-таки сказал в целом. Все-таки его обвиняют и говорят, думаем, эксперты. Была проведена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза двух уже уважаемых экспертных центров, что так осложняет защиту его прав в суде, потому что эти эксперты являются авторами методик проведения экспертиз. В нашем обществе появились люди, которые, вот эксперты, создали вот эту некую группу людей, которые определяют, кто является экстремистами, то есть дают оценку, в том числе религиозным текстам. В данном случае не был привлечен религовед, он не знал о проведении экспертиз, были нарушены его права, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом, он не знал, какое экспертное учреждение будет проводиться, не имел возможности ставить вопросы, делать отводы. Полностью вся процедура была нарушена. Если вы хотите действительно разобраться, с момента его задержания, он был задержан в пути в 2016 году летом, якобы под предлогом угрозы скинхедов. Ему сказали, люди в штат остановили, вам угрожают, вас хотят убить. И таким образом он оказался в следственном отделе Бутырская, где его продержали 12 часов. Конечно, до этого суда мы не могли эти вопросы ставить, вот пресекательно в этом суде все это будет. Теперь о сути. Он прочитал хутбу. Это была пятница 2013 года, это очень важно. Через 3 года в этом тексте его хутбе нашли в молитве экстремизм якобы. Но где были 3 года? Очень непонятно. Давайте содержание тоже коротко мы вам скажем. Он прочитал молитву по просьбе мусульманина по поводу убитого в Дагестане некого Абдуллу Гапаева. Следственные органы по следующим сказали, это Абдулла Гапаев является членом запрещенной России Хизбут Тахрир аль-Ислами, а поэтому ты опосредованно поддержал терроризм. Все обвинение строится на этом. Теперь я, как защитник, ставлю вопрос. У вас есть доказательства хотя бы того, понятно, он не поддерживал. Он о нем не говорил как члене партии, он говорил как мусульманине, который умер. Я же привожу примеры. Вы воров в законе отпеваете коррупционеров. Вы же их отпеваете, когда умирают. Но в данном случае умер мусульманин. Не своей смертью убили автоматной очередью в Дагестане люди в масках. Против убийства возбуждено уголовное дело по совокупности статей. Теперь я вынужден вникать, кто такой Гапаев. Смотрю, откуда источники. Нет у нас в России, не найдете ни одного документа, говорящего о том, что судебного решения, что Гапаев был террористом. Или был членом Хизбут Тахрир. Нету. Соответственно, идет нарушение статьи 14 презумпции невиновности, 49-й Конституции то же самое. Считают люди. Источник информации очень интересный. Следственные органы ссылаются на источники Хизбут Тахрир аль-Ислами. Это удивительная ситуация. Следственные органы ссылаются на источники запрещенной террористической организации, берут оттуда выписку, говорят, вот они сказали, что умер их член партии. Так они завтра нас всех могут членом партии назвать. А вступал ли он туда, мы этого не знаем. Но тем не менее эксперты нашли вот так, как они выражаются обычно, совокупность признаков психологических и лингвистических, якобы оправдывающих, даже поддерживающих терроризм. При этом в его уста они кладут слова, которых не было. Он поддержал, так и говорят, члена партии. Он говорит, я не поддерживал. Человек умерший не может быть членом партии. Поэтому нам очень непонятно это обвинение. Я думаю, следствие тоже это понимает. Иначе нам не удалось бы в рамках предварительного следствия снять ограничения его свободы, которые были, домашний арест, последующая подписка о невыезде. Вот, но тем не менее, даже переквалифицировали часть 2 на часть 1, там был квалифицирован, из тяжкого преступления превратилось в средней тяжести. И даст Бог, здесь мы докажем, что состава преступления не было. Еще один момент, который я хочу сказать. Это показательный пример, может быть,
один из уважаемых имамов в России исламских, который, как сказать, бывает как карманные адвокаты, карманные имамы наверняка. В данном случае он поступал соразмерно вероубеждению. Текст он читал в мечети. Теперь встает вопрос, как действует статья 28 Конституции, свобода вероисповедания, если государство вмешивается уже внутрь мечети. Тогда давайте в Кремле утверждать хутбы, молитвы, какие нам читать. Дайте им. Возможно ли такое? К чему они вообще это ведут? Это с точки зрения европейских законодательств, это как его, подписано нами тоже, ратифицированной о правах человека, свободах, это непропорциональное вмешательство в дела религии государства. Мы это оцениваем. Понятно же, мы посмотрим, как будет двигаться у нас дело в России. Если обвинение не будет снято, конечно, мы добьемся не просто его прекращения дела, реабилитации. Он имеет право на реабилитацию. Защищая имама, лично я защищаю возможность исламского восприятия мира. Мы сейчас видим, нам пытаются этого запретить, но это, конечно, не удастся. Лингвистическую экспертизу вы свою проводили? Мы не проводили, потому что нам было отказано. Когда его задержали, уже экспертиза была. Я сделал ходатайство о признании его как ненадлежащим доказательством. Опять же, за нашей спиной они назначили еще одну экспертизу. Опять же, у авторов этой экспертизы получили вторую. Это все сделано за нашей спиной. Нам говорят, такой необходимости нет. Нам такую возможность не давали, потому что обвинение одностороннее. Более того, были все основания прекращения уголовного дела. Они его не прекратили, довели до суда. Но мы понимаем, есть определенные силы, заинтересованные в том, чтобы он показательно был наказан. Сколько грозит максимальный срок за... До 5 лет лишения свободы. Представьтесь, пожалуйста. Адвокат Дагир Хасауов. Дагир Хасауов. Спасибо. Вот еще на дополнение. Значит, они говорят, что ты поддержал убитого Гапаева Абдуллу как члена партии, когда слово партии вообще не было озвучено. А мы поддерживаем и не поддерживаем, а пару положительных слов сказали о том, что его убили, что как брата религии. Вот кто докажет правоту этого? Как брата мы его, значит, положительную сторону говорим, или как члена этой, значит, непонятной партии, которой они считают ресурсистой, и мы считаем, потому что есть судебное решение, но если не было озвучено, почему у них ум и заключение идет вот именно, что ты поддержал его? Вот это вопрос у меня очень много возникали 8 месяцев. Я вот так и не нашел Вам ответа. следовало сказать, с точки зрения ислама, Корана, вы обязаны были, как вы должны поступить. Есть. Это же важно. Есть повеление пророка Мухаммеда, саллаллаху алейхи. Он сказал: «Удкуру махасина маутакум ва куффу ан масавихим». Арабское выражение, которое переводится: «Всегда поминайте о покойных только добрым словом. И если даже есть недостатки его, промолчите и сторонитесь, значит, ругать покойных». Это если в христианстве, это если в других религиях. Но они это не слышат. Они вот, значит, в обвинительном этом, заключении 133 раза повторили без сокращения: запрещенные партии. Она называется ХТИ, исламская, значит, партия освобождения или партия исламского освобождения. Вот они так ее пишут и тем самым зомбируют всех, кто прочитает это обвинительное заключение. Прокурора зомбируют, значит, зомбируют самого этого судью и прочитанного человека. Ну, такими методами, приемами психологии, если будет, тут любой человек становится потенциальным преступником. Спасибо. Спасибо большое. Так что долго живите и будьте правдолюбыми. Спасибо.